Проект «Исторические знамена Абхазии», один из самых ярких и интересных из числа реализуемых компанией «Аквафон», стартовал в конце 2009 года и был приурочен ко Дню государственного флага Республики Абхазия и посвящен памяти первого президента Владислава Ардзенба. 23 июля 2010 года в рамках проекта в Сухуми было организовано театрализованное представление, в ходе которого были представлены 15 из 18 восстановленных знамен, известных в истории абхазской государственности. Впоследствии коллекция знамен была передана в дар Абхазскому государственному музею, а также музеям городов-героев Кварчал и Гудаута. Также в рамках проекта был создан документальный фильм «История флага. Путь страны», подготовленный по заказу и при непосредственном участии компании «Аквафон», для которой осуществление данного проекта весьма важная и существенная составляющая ее многогранной деятельности. Флаг всегда является символом любого государства и любого, наверное, движения. Потому что вот если вы вспомнить последний наш абхазский флаг, который с открытой ладонью, с зелено-белыми полосами, его приняли еще до войны, но тогда можно вспомнить, как это воспринималось. Но знаете, как флаг является простой тканью до тех пор, пока он как бы не орошен кровью людей, которые за него погибают. Это очень символично, и каждый из этих флагов, он несет на себе подобный символ. Потому что каждый из этих знамен поднимали наши предки, идя в бой, защищая свою родину. И особенно это можно прочувствовать благодаря тому, что совершенно недавно нам пришлось пережить подобное событие. Мы провели, вот, вы помните, год назад театрализованное представление на эту тему. Сейчас вот мы проводим презентацию альбома и календаря. Ну, мне кажется, если найдется кто-то, кто продолжит дальше эту тему, развитие этой темы, мы были бы, конечно, только рады, если даст толчок к какому-то развитию. Изученный и собранный в ходе реализации проекта материал оказался настолько интересен и важен, что компанией «Аквафон» было решено издать научно-популярный альбом, рассказывающий об истории абхазских знамен. За основу издания были взяты архивные материалы известного абхазского историка Миры Хотелашвили Иналыпа. К работе над книгой была привлечена большая группа научной и творческой интеллигенции, что стало для них знаменательным событием. Для меня это очень почетно и престижно, что я в этом проекте участвовал, потому что я считаю, что это хороший идеологический продукт. Я не боюсь этого слова, потому что любая страна должна обладать своей идеологией, и наличие такой истории, такого символа государства, как флаг, это вот такая одна из столповых моментов идеологических. И поэтому я очень рад, что «Аквафон» придумал, реализовал, помог кому-то это реализовать и вовлек нас всех в эту работу. И все это вот в эту выставку потом вылилось и в ту печатную продукцию, которую они сегодня презентуют. Что могу сказать, что такие акции исторические, государственные, идеологические надо делать. Если их делать, то они должны быть вот такими качественными. Если мы сегодня не сможем сохранить то, что было у нас в нашей истории, мы не сможем сохранить те идеи, под которыми погибали наши близкие братья. Под этими флагами проливали кровь не одно поколение нашего народа, наших предков, поэтому мы не имеем права предавать забвению их память. И в этом плане этот проект, наверное, служит тому, чтобы мы не забывали свои корни. А без корней у нас не будет ни настоящего, ни будущего. Также в рамках проекта был представлен художественный календарь на 2012 год «Абхазские флаги». Его автору, замечательному нашему художнику Баталу Джапова, на основании исторических источников удалось реконструировать абхазские костюмы и оружие разных эпох. Теперь они опубликованы на страницах календаря. Данные издания имеют не только художественную, но и научную ценность, представляя собой богатый иллюстративный материал и, безусловно, будут интересны широкому кругу читателей. Этот проект был очень хорош тем, что кроме того, что они впервые смогли сделать так, чтобы фактически первое празднование национального праздника было организовано «Аквафоном», и это очень хорошее начало, и оно уже станет традиционным. То есть каждый год уже не обязательно, чтобы это делал «Аквафон». Во-вторых, издана книга
И я уверена, что в ближайшие несколько лет появятся новые открытия в геральдике, мы узнаем о новых флагах, то есть исследование будет иметь продолжение. И на самом деле успех Аквафона в том, что он находит такие проекты, которые сами потом развиваются, процветают. То есть тут была и выставка флагов, и праздник, и для детей были изданы таблицы, то есть вот эти рисунки, календарь. То есть это очень хороший проект, имеющий развитие. А это самое главное для любого спонсора, который поддерживает любой проект. Выставочный зал Союза художников, где проходила презентация новых изданий, был переполнен. И то, что здесь были граждане Абхазии самых разных поколений, подтверждает, что Аквафон, реализуя данные проекты, достиг главной своей цели – укрепить связь времен, связь поколений, связь прошлого с будущим. Владимир Никонов, Астамур Акаба, Валерий Агумаа, Абаза ТВ.